по стопам Каримова, наказание за никаб и многоженство. Казахстанцы выступили против продажи нефти Израилю. Газа в Центральной Азии. Народ против режима. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 31 октября подписал закон о внесении в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности изменений и дополнений, сообщает пресс-служба Минюста Республики. Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasini bugungi yalpi yig'ilishida ko'rib chiqish kengash a'zolari tomonidan taqdim etilgan. Изменения, в частности, предусматривают штрафы и административный арест за пропаганду сожительства с двумя и более женщинами, распространение соответствующих взглядов, идей или призывов, а также поощрение таких действий. За все это теперь предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 15-30 БРВ. Базовая расчетная величина, равная 330 тысячам сумов или $27. То есть указанный размер БРВ составит от 4,95 миллиона до 9,9 миллиона сумов, эквивалент $406-811, либо административного ареста на срок до 15 суток. Shaxsni identifikatsiya qilish imkonini bermaydigan darajaga yuzini to'sgan holda yuradigan bo'lsa, bunga ham demak ma'muriy javobgarlik belgilanyapti. Аналогичный размер штрафа грозит за совершение религиозного обряда бракосочетания никах между людьми, чей брак не зарегистрирован в установленном законом порядке, в том числе с человеком, не достигшим брачного возраста. За нахождение в общественных местах с закрытым лицом в степени, не позволяющей идентифицировать личность, то есть в никабе, теперь также налагается штраф в размере от 10 до 15 БРВ. Tashqarida yarim yalang'och o'z erkaklar ayol sifat bo'lib ketayotgan holatni taqiqlamasdan avratini yopgan, o'zini boshqa nomahramlardan himoya qilgan muslimalarga qarshi islom musulmonlikni da'vo qilayotgan davlatda mana bunday taqiqlar chiqishligi ajablanarli holat. Напомним, что поправки в Кодекс поведения в общественных местах были приняты 8 сентября Оли Маджлисом Республики Узбекистан. Сразу после этого в стране начали проводиться рейды на магазины с исламской атрибутикой и литературой, а также на некоторые заведения общепита. Кроме того, на рынках прошли рейды по выявлению мужчин с бородами. Terrorizmga qarshi kurashma, xullas nimadandir ekanlar. Yaxshi eslab qolmadim, to'g'risini aytsam, tushuntirishdi, halol so'zini ishlatish mumkin emas ekan. Также сотрудники службы госбезопасности СГБ устроили рейды по частным образовательным учреждениям, специализирующимся на обучении языков. От руководства практически всех частных учебных центров Ташкента потребовали либо убрать курсы арабского языка, либо повысить цены на курсы арабского языка. Силовиками были заявлены требования для дальнейшего функционирования частных учебных центров. Носящие бороды сотрудники учебных центров должны сбрить бороды. Мальчики и девочки обязаны обучаться в смешанных классах, а ученицы в хиджабах должны повязать платки назад. 13 maktab binosida rus tili fani imtihon bo'lyapti. Ushbu imtihonga ro'molli, ya'ni hijob o'ragan qizlar kiritilmayapti. Ularga qarshi zulm o'tkaziladi. Mana ko'rib turganingizdek, imtihondan chiqarib yuborilgan. Наблюдатель отмечает, что такое изменение политики режима в отношении ислама нельзя назвать резким или внезапным. На протяжении последних 2 лет периодически проводились рейды по задержанию мужчин с бородой. В отношении женщин в исламском одеянии местные власти вели так называемые профилактические беседы, а в учебных заведениях были запрещены хиджабы. Таким образом, режим прощупывал реакцию населения, прежде чем сделать следующий шаг. Kiyinishlik madaniyatida ham haddimizdan oshyapmiz. Islom dini deganda, musulmonchilik deganda ma'lum bir kiyimni kiyishlik kerak, ma'lum bir ko'rinishda bo'lish kerak degan tasavvurga. В интернет-сети появилась петиция, в которой казахстанцы просят прекратить экспорт нефти в Израиль из-за ситуации на Ближнем Востоке, передает пресс КЗ. Петиция появилась на интернет-ресурсе для размещения онлайн-петиций Элеш Онлайн.
Мы, ниже подписавшиеся граждане Республики Казахстан, обращаемся с просьбой рассмотреть вопрос о прекращении экспорта нефти из Казахстана в Израиль в связи с продолжающимися напряженностями и конфликтами на Ближнем Востоке, говорится в тексте петиции. Причем тон петиции оказался весьма сдержанным и дипломатичным, без радикальных требований. Наша страна всегда выступала за мир и стабильность на международной арене. Экспорт стратегически важных ресурсов, таких как нефть, в регионах, где продолжаются конфликты, может восприниматься как поддержка одной из сторон. Израиль продолжает военные действия в Газе, несмотря на призывы многих стран к мирному урегулированию. Более того, Израиль отверг резолюции Генассамблеи ООН, призывающие к немедленному перемирию, что привело к дополнительному напряжению в регионе. На данный момент петицию подписали более 20 тысяч человек. То, что огромное количество жертв, причем очень много безвинных жертв, люди, которые никакого отношения к политике не имеют, не принимают решения, но они просто оказались не в том месте, не в то время. Ну, по воле Всевышнего у них как бы каждому срок определен, другая сторона, что при каких обстоятельствах произошло и кто был причастен, да, к лишению жизни тех или иных людей. Стоит также отметить, что в порты Израиля ежедневно доставляется более 200 тысяч баррелей нефти, большая часть из которых из мусульманских стран. На первом месте по поставкам нефти сионистскому образованию стоит Казахстан, в то время как на втором месте оказался Азербайджан. Примечательно, что казахские активисты, объективно оценивая реальность режима в стране, даже не заикнулись об активной или даже военной помощи единоверцам в Палестине, как это произошло в других странах. Но на самом деле и прекращение поставок нефти от одного только Казахстана уже хватило бы, чтобы остановить Израиль, чего, конечно, никогда не произойдет при текущем режиме в стране. Нынешняя ситуация на Ближнем Востоке тоже не может не вызывать серьезной обеспокоенности. Хотел бы добавить, что Казахстан выступает решительно против использования террористических методов для решения актуальных международных проблем. Нельзя прибегать к насилию в отношении мирных граждан, прибегать к террористическим акциям для реализации задач, которые не находят своего решения десятилетиями. Это никак нельзя оправдать. В Ташкенте задержали более 100 человек, которые пытались провести и принять участие в несанкционированной акции в поддержку Палестины в воскресенье 29 октября. Призывы к проведению акции появились в социальных сетях за несколько дней до этого. Активисты подготовили баннер, копировавший баннер митинга в поддержку Палестины, который прошел в Стамбуле днем ранее, в субботу. На баннере имелись надписи «Плечом к плечу с Палестиной» и «15 суток меня не пугают». Bugun Toshkent shahrida bir qator yurtdoshlarimiz o'sha Isroil va Falastin o'rtasida bo'layotgan mana shu mojarolardan ta'sirlangan holda o'zlari mustaqil ravishda o'zlarini bir pozitsiyalarini bildirish maqsadida miting uyushtirishga harakat qilishganligi haqida ma'lumotlar tarqadi. В Казахстане напротив посольства Палестины были вывешены баннера с надписью «Мы с вами». Также несколько женщин пытались провести пикет в поддержку Палестины, но казахская полиция пресекла проведение мероприятия. Свободу Палестине! Свободу Палестине! Свободу Палестине! Мусульмане, объединяйтесь! Помогите мусульманам! В столице Кыргызстана Бишкеке также прошла акция в поддержку Палестины. Участники акции пришли в парк имени Горького с плакатами, на которых было написано «Free Palestine», «Stop War» и «Жорогум Досун Палестина» – «Палестина в моем сердце». Как стало известно, местные активисты открыли счета сбора помощи для жителей сектора Газа. Начиная с 7 октября весь мир наблюдает за уничтожением народа Газы, и простые люди в разных странах, в отличие от глав правительств этих стран, встали на защиту палестинцев, не обращая внимания на противодействие и возможные последствия. Лидеры так называемого цивилизованного мира встали на сторону сионистского режима, всячески помогая в уничтожении народа Газы и отправляя Израилю военных, оружие и миллиарды долларов. Конечно же, для мусульман это двойная боль – беспомощно наблюдать за происходящим. Жители всего исламского мира выходили и продолжают выходить на улицу с требованиями к своим правителям прекратить эту резню, отправив армии. Народы Центральной Азии также чувствуют и солидарны с болью своих единоверцев, прокомментировал ситуацию таджикский блогер Абдулла Аббосов.
हमदर्दी खुद را इजहार करده ایستادند. O'zlarini qo'rg'ovchi kelsa, bular terrorist deb qo'ydi. Terrorist so'zi Izrail mamlakati. Terrorist so'zi Amerika Qo'shma Shtatlari. Terrorist so'zi Botish Yevropa. Напомним, что в результате непрекращающихся ракетных и артиллерийских обстрелов со стороны Израиля в секторе Газа уже убито более 10 тысяч человек, около 4 тысяч из которых дети. Не бойтесь охраны! Охрану даже женщина родила! Ben burada oturuyorum. Buranın vatandaşıyım. Sizin işinize öyle geliyor. Burada beni yakıtı İsrail asker. Uçağı İsrail uçağına yakıtı şey edip de İsrail gidip benim kardeşime bu bombalasın. Yüreğim yanıyor. Yüreğim yani ben burayı yakacağım. Ben burada oturuyorum. Hiçbir şey